У подножья знаменитой Новоафонской пещеры, как обычно, многолюдно, но на этот раз здесь собрались люди, чтобы проводить в последний путь первооткрывателя этого объекта. И последние часы своего пребывания в этом мире он провел здесь, где прошли лучшие годы его жизни. Поток людей не иссякал. Все, кому был дорог Гивис Мыр, сегодня здесь. Глава государства Рауль Хаджимба, министры, депутаты, руководители госструктур, общественные деятели, родственники, друзья и школьники. Перечислять можно долго. Тяжело говорить о Гивис Мыр в прошедшем времени, делились эмоциями те, кто знал его лично. Это потеря в первую очередь для афонцев. Благодаря Гивис Мыр новый Афон стал узнаваем и интересен как спелеологам, так и туристам. И это карстовое чудо природы смогли увидеть сотни тысяч людей. Он всегда был очень правильным. Таких людей, к сожалению, мало. Гиви столько сделал для Афона. Я считаю, не только для Афона, для Абхазии. На самом деле, человек был всесторонне уникален. Он одновременно, руководя таким комплексом, как Новоафонские пещеры, он одновременно работал. Он до утра не жалел себя. С 2001 года Гивис Мыр был директором этой пещеры. Он не преследовал цель заработать деньги. Сохранить и сберечь этот подземный мир природы – это все, чего он хотел. С огромной душой он относился к своему детищу Новоафонской пещере, потому что как не ему было на самом деле переживать за ее состояние. Уже с советских времен мы знаем, как используется, можно сказать, в потребительском отношении этот уникальный дар природы. Да? Это тоже должно быть, это экскурсионный объект, но тем не менее надо следить за всеми изменениями, которые происходят в полости пещеры, относиться как к живому на самом деле существу. И Гиви Шамиловичу это удавалось. Первое, что он начал делать, как только стал директором, это огромную работу, был огромный, до сих пор ведется мониторинг, изучение всех любых появившихся каких-то трещин, там где-то камень упал, там где-то вода задержалась, там, он обращал внимание на все, у нас целый штат сотрудников, которые этим занимаются, я бы хотел его отметить прежде всего как не человека, который пытался заработать в пещере деньги, да, не то для государства. Самым важным он считал ее сохранение и передачу ее подрастающему поколению. Его имя неразрывно связано с пещерой, которую он открыл, но сегодня мало кто знает, что благодаря ему Анакапийская гора осталась цела, да и дорогу к монастырю проложили тоже не без помощи Гиви Шамиловича. Иверская гора, должна была, в общем-то, ее под карьер отдавали. Одно время было, это еще было в 80-е годы. Карьер у подножия стали разрабатывать карьер, и он сел на глубокую такую, без еды, вроде бы, понимая, что это не политический маневр, а это было, его позыв души, чтобы Иверскую гору сохранить, на которой, столько много исторических ценностей. Он, пробил дорогу туда, к Симону Канониту, с его помощью, с помощью друзей его. То есть был и духовным, и культурным, и прекрасным другом и человеком. Светлая память. Особое место в его жизни занимало творчество. Гивис Мыр – талантливый художник и скульптор. Его работы пронизаны любовью к природе, к родине, а мифические герои, которых он изображал, были наделены абхазским характером. Он был художником по природе, по мировоззрению и по тому, как он понимал окружающий мир. И это ему удавалось переносить на холст. Скульптуры Гивис Мыр были легко узнаваемы, особый стиль, который удавался только ему. Человек доброй души, мягкий и спокойный, умел разрешить любую проблему и любой спор, не повышая голоса. К нему часто обращались с подобными просьбами. Он оказывал помощь не только родным и близким, но и всем, кто в ней нуждался. Он был близок ко всем. Основная его черта, конечно, это доброта, честь, достоинство. У него были линии, грани, за которые нельзя было никогда переходить. Человек ни разу, сколько мы работаем, я не знаю, чтобы он повысил голос на какого-нибудь сотрудника. Он не выбирал людей, для него все были одинаковыми. Заместитель ты или экскурсовод, или ты, кем бы ты ни был, ты сотрудник пещеры, он
относился к тебе как к брату, или как к сыну, или как к другу. Велики заслуги Гиви Смыр перед Родиной. Он встал на защиту своей страны, когда началась война. Был командиром батальона. Награжден орденом Леона. Гиви Смыр ушел на 72-м году жизни. Как говорят абхазы, для мужчины это не возраст. Он мог бы еще жить и творить. Но судьба распорядилась иначе. Гиви Смыр похоронили в его родном городе, в Новом Афоне. Сима Аргун, Саидайба, Абхазское телевидение.